Улица Сахарова – одна из центральных улиц Сухума. Такое название она получила в послевоенное время. До этого называлась Октябрьской. О том, где она находится, известно практически каждому сухумчанину. Но вот в честь кого она названа и какой связь была этого человека с Абхазией, известно немногим. Андрей Дмитриевич Сахаров – один из выдающихся деятелей 20 века, нобелевский лауреат, талантливый физик, теоретик и конструктор, отец советской водородной бомбы и самый молодой академик Академии наук СССР. Это звание он получил еще в 32 года. Сегодня Андрея Сахарова можно назвать человеком с тяжелой и непростой судьбой, бросивший вызов советской и коммунистической системе. Сахаров вел активную борьбу за высокие идеалы добра и справедливости. В конце 80-х, став народным депутатом, Сахаров получил возможность открыто высказывать свои мысли перед широкой советской аудиторией. С трибуны съезда в 1989 году он на всю страну осуждал войну в Афганистане и требовал отмены в Конституции СССР статьи о руководящей роли партии. При этом его выступления на съезде нередко сопровождались выкриками из зала и свистом со стороны большой части аудитории. По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой. Свой голос Сахаров возвысил и в поддержку Абхазии. После столкновений в 1989 году он в числе первых общественных деятелей затронул проблематику грузино-абхазских отношений. Все, что связано с взаимоотношениями Абхазии, Грузии или Южной Осетии и Грузии, эти высказывания совпали с самым таким сложным периодом нашей национально-освободительной борьбы, когда нам была нужна такая большая поддержка, а он просто так ни одного слова не произносил, ни одной мысли не высказывал. Видимо, у него было достаточно оснований, чтобы выразиться именно так. Я хотел бы напомнить, как прозвучало это высказывание Андрея Дмитриевича Сахарова. Кстати, эта статья, это интервью было опубликовано в журнале «Огонек» в 1989 году в номере 31. Прямо здесь указано на странице 27. А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры, писал он. Только так можно решать национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются союзные республики, например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования. Если же начать с Грузии, а в РСФСР не сделать того же самого, возникнут очень большие трудности. Они возникнут в любом случае, но если переустройство на основе конфедерации произойдет сразу во всей огромной стране, будет легче. Станет ясно, что избран некий общий для всех принцип, в конечном счете справедливый. В том смысле, что большая нация, стремящаяся к свободе и независимости, признает те же права за всеми. Видите, это целая концепция. И это в тот период, когда национально-освободительное движение набирало новые, мощные обороты, прозвучало очень актуально. И об этом, кстати, написано очень хорошо и более подробно и аргументированно в работах профессора Станислава Зосимовича Лакоба. Это работа, в которой подробно освещена политическая история Абхазии с упоминанием изречения Андрея Сахарова, была написана в его память более 30 лет назад историком, литератором, общественным и политическим деятелем Станиславом Лакоба. По его мнению, такой интерес к Абхазии, понимание и сострадание абхазскому народу Сахарова возникли через произведение Фазиля Искандера, с которым у академика были теплые дружеские отношения. На самом деле большой интерес у него был к Абхазии, у Андрея Дмитриевича Сахарова. И, как мне кажется, это было связано с тем, что
но он был большим почитателем творчества Фазилия Искандера, и друзьями у него были близкие. Это Лев Копелев, Раиса Орлова. Вот с ними он приезжал в Сухум, в Абхазию, в частности, вот в 1979 году. Вот. И был еще такой человек Вячеслав Всеволодович Иванов. Это был научный руководитель Владислава Григорьевича Артенба, известный. Это было связано с тем, что вот Фазиль Искандер был из Абхазии, они увидели в произведениях Искандера Абхазию совершенно по-новому. Это было что-то необычное, как глоток свежего воздуха в то время. Свой интерес Андрей Сахаров проявлял и к жертвам сталинских репрессий в Абхазии. Именно он передал Станиславу Лакоба архивный документ о судьбе детей ряда абхазских государственных деятелей. Было очень большое движение, связанное с жертвами репрессий 1937-1938 годов и вообще, в общем, сталинских репрессий. Вот. И вот состоялся учредительный съезд в Москве в январе 1989 года. И я там был и выступал как раз о том, что происходило в эти годы в Абхазии. Вот. Ну, одним из ведущих съезда был Сахаров Андрей Дмитриевич. Это было в Московском авиационном институте, в клубе «Мои». А после у меня состоялась такая небольшая беседа с ним вообще на тему Абхазии. Он очень интересовался. Я ему передал абхазское письмо, которое вот было. Вот он взял это письмо, вот, потом он меня спросил, знаю ли я о деле абхазских юношей. Я спросил, что оно так и называется. Ну да, оно так и называется, в общем-то. Это реабилитационное дело. Я сказал, что я не видел это дело, но слышал. И через некоторое время мне принесли и дали этот документ архивом. Это имеется в виду как раз об аресте и о последующем расстреле лакобовских детей и Иналыпа. То есть сын Нестора Лакоба, сын Василий, сын Михаила Лакоба и плюс Иналыпа, парень, который тоже был расстрелян. Когда я, в общем, рассказывал о репрессиях в Абхазии, это его очень затронуло. Это его очень затронуло. По-человечески это было видно, потому что иначе бы они мне и не предложили бы это дело. Свою экспертную оценку Андрей Сахаров проявлял, рассуждая и о грузино-абхазском конфликте еще за несколько лет до начала войны. Позиция Абхазии для него была понятной и справедливой. К примеру, в одном из своих известных выступлений в СМИ Сахаров называет Грузию «малой империей». В 31 номере журнала «Огонек» выходит интервью с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, довольно большое интервью, вот где он как раз и говорит, что в его понимании Грузинская ССР, не Грузия, а Грузинская ССР – это малая империя. И что в плане вот борьбы за свою, так сказать, самобытность он больше склоняется к позиции абхазской, считает ее более справедливой. Озвучить проблемы абхазского и осетинского народов Андрей Сахаров планировал и на одной из сессий Верховного Совета. Журналист и поэт Владимир Зонтаря, который на тот момент был аккредитованным корреспондентом в парламенте СССР из Абхазии, рассказывает, что с Сахаровым по договоренности с Владиславом Арденба было запланировано большое интервью. Однако ничему из этого не суждено было сбыться. Андрей Сахаров умирает от остановки сердца в декабре 1989 года. Владислав Григорьевич попросил нас всех поехать в институт, в родной институт Сахарова на похороны. И там находился тот же Вячеслав Всеволодович Иванов, и он сказал, что при жизни попросил меня Сахаров, говорит, если, говорит, не подведет здоровье, если я смогу, я, конечно, выступлю на одной из сессий Верховного Совета и более подробно затрону проблему абхазов и осетин. Но если я не успею, это Иванов нам говорит, вот рассказывал нашим депутатам, то ты скажи все, что можешь, выступи в защиту
этих народов, абхазов и осетин. Андрей Сахаров сегодня таки остался символом демократической борьбы за справедливость и свободу малых народов. От своих убеждений Сахаров не отказывался никогда, даже после того, как был лишен всех правительственных наград и отправлен в другой город. Однако ссылка Сахарова и советская пропаганда, направленная на очернение его образа, так и не достигли желаемого результата. Напротив, сделали его известным и почитаемым по сей день борцом за права человека и народов. Вела Барганжа, Сасырква Гухава, Абаза ТВ.